Ради чего ты это делаешь? Он реально понюхал, почувствовал запах рая. Черная женщина. Никому неизвестная женщина, которая прибирала в мечети. И вдруг ее не стало, она умерла. Вдруг заметил, что ее нет. Почему же вы мне не сообщили об этом? Почему вы не сказали, что он не был мусульманином и нанес очень сильный удар со спину, неожиданный, внезапный удар по мусульманам? Начался хаос. Кто куда? Потому что сзади удар внезапный, неожиданный. Началась проливать кровь мусульман. Десятками начали умирать. Никого не вызывай на поединок. А если кто-то тебя вызвал на этот поединок, то выйди к нему, поскольку он несправедливый. Аллах гарантирует победу тому, против кого совершается несправедливость. Остерегайтесь 7 страшнейших, тяжелейших грехов. Что же это за грехи? Дорогие верующие, Всевышний Аллах в одном из аятов величайшей книги говорит, последней книги всему человечеству: «Ба'да'удhu билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Миналь му'минина риджалун садаку ма ахаду Аллаха алейхи. Фаминхум ман қада нахбаху, ва минхум ман янтазир, ва ма баддалу табдила». Среди верующих есть мужчины, мужи, которые верны завету, который они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства. Ман қада нахбаху. Либо умерли, либо были тяжело ранены, остались живых, но они выполнили свои обязательства перед Аллахом, сдержали свое слово перед Аллахом. И такие, которые еще ожидают. Но никак, но никак не изменяют своему завету. Аят из суры Аль-Ахзаб, 23. Сегодня я хотел бы поговорить об этом аяте. Поразмышлять, призвать вас к размышлениям вокруг этого аята. Копнуть глубинные смыслы этого аята. Дорогие братья, каждая победа это крупица искренности каждого из нас, каждого, кто борется в борьбе на пути Всевышнего Аллаха. Не самое важное, какое великое действие ты совершаешь, если мы говорим про сражение на пути Аллаха. Самое важное, в какое великое дело ты вносишь свою лепту. И с какой искренностью ты это делаешь. Ради чего ты это делаешь? Ради его награды, довольства, любви, стремясь к нему. Если мы говорим об этом, то самый яркий пример о том, о чем я говорю, пример тому уборщица. Уборщица мечети, обычная уборщица мечети. Известный случай. Есть разные риваяты, разные сообщения. Кто-то говорит из ученых, это был молодой юноша. Но большинство риваятов говорят о том, что все-таки это была уборщица. Черная женщина. Никому неизвестная женщина, которая прибирала в мечети. И вдруг ее не стало, она умерла. Сподвижники решили не отвлекать посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям на эту, как они посчитали, мелочь. Но лякин, факадаха расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Однако посланник Аллаха не нашел ее, он вдруг заметил, что ее нет. И что же он сказал? Он сказал: «Афаля кунтум адантумуни». Почему же вы мне не сообщили об этом? Почему вы не сказали? Некий укор. Почему вы мне не сказали? И они начали оправдываться, говорить, мы посчитали, что это не важно, не хотели тебя отвлекать и тому подобное. На что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Даллюни аля кабрихи или кабриха». Покажите мне его, если это юноша, или ее, если это женщина. Мы говорим, что это женщина, поскольку риваяты, большая часть риваятов говорит именно о том, что это женщина. Покажите мне ее могилу. Это было вовсе не обязательно. Вовсе не обязательно. Джаназу прочитали. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: покажите мне ее могилу. И он пришел и совершил джаназу. И сказал: «Инна хадихил кубур». Поистине эти могилы мамлюатун зульматан аля ахлиха. Они наполнены
темнотой для обладателей, кто лежит там. وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ. И поистине Аллах за счет посредства моей мольбы за них освещает эти могилы для них. Он ее почтил своим намазом. Он это сделал специально. Итак, чему учит это нас дивная история? Чему она учит? Тут много, на самом деле, пунктов толкования этого хадиса, но остановимся на самом примечательном, что заслуживает внимания в данном контексте. Что говорят ученые? Они говорят, «Ан-Наби саллаллаху иннама ю'аззиму нас бихасби а'малихим». Пророк саллаллаху на самом деле показывал, насколько люди значимы, великие люди, в зависимости от того, что они делают, но что они делают с какой искренностью. И даже если это уборщица. وَمَا قَامُوا بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَعِبَادَةِ. И то, что они совершают ради послушания, ради поклонения Ему. И в другом хадисе, и в этом же контексте, пророк саллаллаху что сказал? «Уридат алейя уджуру уммати». Мне были представлены награды моей уммы. «Хатталь кузат». И даже мелочь, вещь, мусор. Маленький, незначительный. «Юхриджуха раджулю миналь масджид». Который человек взял, вытащил с мечети. С искренним намерением, естественно, имеется в виду тут. Намерение, важна искренность. Итак, продолжая размышления над тем аятом, который я привел в начале, который завершается словами Всевышнего. «Вама баддалю табдиля». И они остались, и они не изменились в своих намерениях. Что хотелось бы подчеркнуть? Неизменность. Неизменность – это качество обладателей решимости, смелости, отваги. Качество решительных в основе искренних людей. Как об этом сказал Всевышний Аллах, и как мы этот аят уже привели. «Миналь му'минина риджалюн садаку ма ахаду Аллаха алей. Фаминхум ман када нахбаху, ва минхум ман янтадир, ва ма баддалю табдиля». Этот аят, дорогие братья, я вам сейчас приведу удивительную историю. Многие, может, слышали, а может и не слышали. Этот аят, как упоминают некоторые муфассиры, он был ниспослан относительно величайшего сподвижника, дяди Анаса ибн Малика, сподвижника, юноши, который прислуживал за пророком саллаллаху. Но это был его дядя, Анас ибн Надр. И Анас ибн Малик говорит, меня назвали в честь моего дяди. Так вот, этот сподвижник, ради Аллаху анху, Анас ибн Надр, дядя сподвижника Анаса, когда мы говорим Анас, то сразу понимаем, что это Анас Малик. Но тут Анас ибн Надр. Он не принял участие в битве при Бедре. Ну, так получилось. То есть он не оказался там. И вот однажды он, сидя, сожалел об этом. Он сожалел об этом и сам сказал себе. Он сказал себе, клянусь Аллахом, то, что если мне Аллах даст так, что я буду свидетелем машхадан, имеется в виду следующей какой-то битвы, ла уриянна Аллаха ма асна, то я непременно покажу, то есть продемонстрирую Аллаху то, что я сделаю. Имеется в виду, он здесь сделал акцент, о Аллах, я не принял участие в Бедре, но если будет еще битва, где я окажусь возле посланника Аллаха, буду сражаться с посланником Аллаха, то, о Аллах, я продемонстрирую, я покажу эту искренность, готовность свою пожертвовать. И вот наступил момент битвы. Момент битвы следующий, при уходе. Так вот, Анас ибн Надр, ради Аллаху анху, был первым, кто вошел в ряды участников этой битвы. И как вы знаете, в первой части битвы у мусульман был перевес, у верующих был перевес. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Лучники покинули стратегическое место.
Джабаль Рума, все вы видели, кто был в Умре, в Хадже, это место. Ослушались повеления посланника Аллаха. Они подумали, что все, битва уже предрешена, и побежали вниз за трофеями. Ослушались посланника Аллаха. Халид ибн аль-Валид обошел эту возвышенность. На тот момент он не был еще мусульманином. И нанес очень сильный удар. Ну, получается, в спину. Неожиданный, внезапный удар по мусульманам. Начался хаос. Кто куда? Потому что сзади удар внезапный, неожиданный. Началась проливать кровь мусульман. Сподвижники десятками начали умирать. Многобожники даже добрались до самого посланника Аллаха. Упоминается в некоторых риваятах «Шуджат ваджхуху». То есть разбили ему лицо. «Кусират рубаиятуху». Были поломаны его резцы. Резцы посланника Аллаха. Распространился слух о том, что пророк ﷺ погиб. Можете себе представить эту картину? Месиво. Кровь проливается. Пошел слух, что пророк ﷺ погиб. Естественно, все это потрясло. Всех потрясло. Но не потрясло Энеса ибн Надра. И вот он идет и рвется в бой. Он идет и рвется в бой. И тут даже натыкается, видит Саада. Саада ибн Муада, другого величайшего сподвижника, рады Аллаху анху, который в шоке, то есть присел. То есть он в шоке, он присел. И он спрашивает его: о Саад, почему ты сидишь? Почему ты сел? Тот ответил: умер посланник Аллаха. У него словно руки упали. Он говорит: умер посланник Аллаха. Тогда Анас ибн Надр сказал: так встань и умри за то, что умер посланник Аллаха. Затем он добавил: поистине инни ла ашумму раихаталь джанна. Поистине я слышу запах рая. То есть он настолько был уверен в этом, проник, настолько был искренен, что Аллах Субхану ва Тааля дал ему, как это говорят некоторые ученые, это подчеркнут Ибн Хаджар аль-Аскаляни в своих тафсирах, толкованиях к хадису, я упоминал об этом на хутбах. Он реально, некоторые ученые говорят, реально понюхал, почувствовал запах рая. Но некоторые ученые говорят, что, возможно, имеется в виду метафора, переносный смысл. Так вот, он проник в ряды и начал сражаться. Ему наносили удары. Тана, рамья, упоминается, что это были и порезы, и уколы. И стрелы попадали в него. Когда нашли его тело, уже после битвы, никто не мог опознать его тело. Настолько его тело пострадало. Его опознала его родная сестра по пальцу. И вот пророк ﷺ сказал, что относительно него был ниспослан аят. Или как упоминает Ибн Кафир в своем тафсире, вернее, что относительно него был ниспослан этот аят. Миналь му'минина, среди верующих есть мужи. Риджалюн садаку ма'ахадуллаха алей, которые верны завету, который они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства или умерли. И такие, которые еще ожидают, но никак не изменяют своему завету. Вама баддалю табдиля, и никак не изменяют своему завету. Не только Анас ибн Надр умер шахидом. Не только относительно него был ниспослан этот аят.
относительно всех сподвижников. Просто он во главе этих сподвижников. А умерло более 70 сподвижников, как это упоминается в книгах, по Сирии. Многие из них были ранены тяжело. Некоторые выжили. В частности, среди них был Тальха, рады Аллаху, о котором также пророк ﷺ сказал, что Тальха хуа минхум ман када нахбаху. И поэтому Кулиев, когда переводит, в скобочках пишет, были верны своему завету или умерли. Поэтому и тафсир отличается. Этот случай, этот хадис приводится в сборниках по хадису, приводится у Ибн Касира в толковании. Можете почитать. Так вот, дорогие братья, качество искренних верующих, обладателей решимости, решительных людей, это целеустремленность. Он поставил перед собой цель, и он идет к ней. Цель искреннего, решительного борца на пути Аллаха – это ради угоды Его, во имя Его, ради любви к Нему. Ну как все это соизмерить? Как все это соизмерить? Например, человек желает стать хафизом. Человек желает стать обладателем знаний. И он достигает этого. Но достиг ли он этого? Человек желает стать богатым, чтобы жертвовать на пути Аллаха. И Аллах ему дает это, и он достиг этого. Но он достиг ли этого на самом деле? Человек желает сражаться на пути Аллаха и умереть на поле битвы, чтобы стать шахидом. Но стал ли он шахидом? Вопрос. Вопрос почему? Вопрос к чему? Это все в том же контексте. Все упирается сюда, в наши устремления, в наши намерения, в нашу искренность, показателем которой будет «Вама баддалю табдиля». И они не изменили своему завету, остались верны своему завету. Ведь все вы знаете тот хадис, «Ауалю ман тусаару бихиму нар». Все вы знаете тот хадис, в котором пророк ﷺ говорит, что первыми, кем будет разожжен огонь в день воскрешения, это человек, который умер на пути Аллаха, и его привели, и он узнал те милости, и признал их, и пророк, и Аллах его спросит, «Фама амильта фиха», что ты сделал с этими милостями? Он скажет, «Катальту фика хатта сташхад». О Аллах, я сражался ради тебя до тех пор, пока не погиб шахид. «Каля казабт». Ему будет сказать, ты солгал. «Валякиннака катальт лен юкаль». Однако ты сражался, дабы было сказано, «Джари». Ты храбрый, ты отважный. «Факат киль», и было сказано. А потом было велено, и его повели лицом вниз в огонь. И так далее. Про человека, который обрел знания, то же самое. Его спросят, для чего ты это делал? Он скажет, о, Аллах, для тебя. Он скажет, нет, для того, чтобы сказали, о, какой знающий. То же самое про человека богатого, который тратил на пути Аллаха. Его спросят, за что, для чего? Он скажет, о, Аллах, ради тебя. Аллах скажет, нет, ты солгал. Для того, чтобы было сказано, что ты, вот ты такой. Этот хадис приводит Муслим. Дорогие братья, люди искренние, решительные, целеустремленные, на самом деле такие люди, так вот, они остаются такими, какие они есть, и будучи побежденными, и будучи победителями. И это их на самом деле, это качество неизменности, верности своему завету. Их делает в глазах как врагов, так и друзей достойными победы. Но победу дарует лишь он. Лишь он дарует. По принципу, кто ее заслужил, по принципу искренности. Искренности этих людей. И только он решает, даровать победу
или не даровать. Если есть у кого-то какие-то планы, то ведь всегда у Аллаха есть свой план. Поскольку все предопределено им, как говорит Аллах сам об этом в книге «Инна кулля шейн халакнаху бикадар». И как он говорит в контексте упоминания про залимов, про тиранов несправедливых людей, про Фирауна. «Ва фирауна зил аутат», с фараоном, владевшим копьями, обладавшим множеством воинов, которые поддерживали власть, подобно тому, как колышки поддерживают шатер или привязывающим людей к кольям во время казни. Такой тафсир этих слов. «Алладина тагау фил билад», которые приступали к границе дозволенного на земле. «Фаакфару фиха аль-фасад», и распространяли в них много нечестия. «Фасабба алейхим раббука саута адаб». Тогда твой Господь пролил на них бич мучений. «Инна раббака лабиль мирсад». Воистину, твой Господь в засаде. Он все видит, он все слышит. Он предоставляет отсрочку грешникам, чтобы затем неожиданно наказать их ослушанием. И если кто-то хитрит, строит козни, интриги, то ведь Аллах лучший из хитрецов. Как об этом сам он сказал в своей книге. В контексте упоминания истории пророков «Калю такасаму билляхи ланубайитаннаху ва ахляху сумма ланакуланна». Они сказали: поклянитесь друг другу Аллахом, что ночью мы обязательно нападем на Салиха и его семью, в контексте пророка Салиха. А потом скажем его близкому родственнику, ливалихи, что мы не присутствовали при убийстве его семьи, что мы говорим правду. И Аллах говорит, они замыслили хитрость, и мы замыслили хитрость, но они не ощущали этого. Фандур. Фандур. Это на самом деле касается всех и вся, кто хитрит, строит козни, кто пытается обхитрить. Но Аллаха не обхитришь. Посмотри же, каким был конец их хитрости. Мы не уничтожили их вместе со всем их народом. Мы уничтожили их вместе со всем их народом. И также Аллах говорит в другой суре, которую вы все знаете: «Иннаху лакаулун фасл». Воистину это слово различающее. «Вама хуа бильхазл». А не шутка. Это не шутка. «Иннахум якидуна кейда». Они замышляют козни. «Ва акиду кейда». И я замышляю козни. «Фамахилил кафирина амхилхум руайда». Предоставь же неверующим отсрочку, помедли с ними недолго. Да, дорогие братья, фи сабилилля, на пути сражения, на пути Аллаха. Это в первом прямом значении действительно сражение на пути Аллаха. Это означает именно, эта формулировка в Коране, как говорят об этом ученые, она означает именно сражение. Да, настоящий джихад на пути Аллаха, он требует настоящего искреннего намерения, непоколебимой стойкости, решимости, решительности и неизменности. Вама баддалю табдиля. И поэтому нежелательно желать встречи с врагом, так как наши сердца, как говорит пророк, между пальцами Аллаха, и он переворачивает их так, как он желает. И поэтому пророк говорил: «Ля татаманнау лика аль-аду». Не желайте встречи с врагом. «Вас'алю Аллаха аль-афия». Просите у Аллаха здравия, благополучия. «Фа'идha лакайтумухум фазбуту». А если вы их встретите, то будьте стойкими. «Ва аксиру зикраллах». И чаще поминайте Аллаха. «Фа'ин аджлабу васайяху». А если же враг начнет наступать и будет шуметь, «фа'алейкум биссамт», то вы молчите. Есть и другие риваяты. Итак, что говорит Маннауи, толкуя этот хадис? На что он указывает? «Ла татаманнау лика аль-аду». Не желайте встречи с врагом. «Лима фихи мин сурат аль-и'аджаб». Поскольку если у человека такое намерение есть, встретиться с врагом, то он может самовосхищаться собой, своей силой. «Валь вусук биль кувва», быть самоуверенным в своей силе.
وَقِلَّةِ الْإِهْتِمَامِ بِهِ. И может в момент истины проявить недолжное внимание этой встречи. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْإِحْتِيَاطِ. Это противоречит ихтияту. То есть принципу безопасности, принципу действия наверняка. وَلِأَنَّهُمْ قَدْ يُنْصَرُونَ إِسْتِدْرَاجًا. И быть может так, что Аллах дарует победу врагу истидраджан. Истидрадж, чтобы завлечь их. Потому что мы недостаточно искренни. Потому что Аллах так решил. Потому что у Аллаха свой план всегда. وَلِأَنَّ لِقَاءَ الْعَدُوِّ مِنْ أَشَدِّ الْأَشْيَاءِ. И потому что встреча с врагом это самое суровое, что может быть. «Аля нафс» для души человека, для каждой души человека в отдельности. وَالْأُمُورُ الْغَائِبَ لَيْسَتْ كَالْمُحَقَّقَ. А вещи отсутствующие не подобно присутствующим, тем, которым мы столкнулись в реалиях. فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْوُقُوعِ عَلَى خِلَافِ الْمَطْلُوبِ. Никто не может быть уверенным, что когда это случится момент истины, встреча с врагом, что он окажется тем, кем он о себе заявляет. وَتَمَنِّ الشَّهَادَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ تَمَنِّ اللِّقَاءِ. Имам Науи дальше говорит, желание стать шахидом, оно не противоречит нежеланию встретиться с врагом. Нет тут противоречия. И отсюда берется وَأُخِذَ مِنْهُ النَّهِي عَلَى طَلَبِ الْمُبَارَزَةِ. И отсюда, с этого хадиса, берется вывод о том, что не стоит напрашиваться на личный поединок. Раньше при битвах были личные поединки, одиночные поединки. وَمِنْ ثُمَّ, исходя из этого, Али, каррам Аллаху ваджхаху, сказал своему сыну, «Ла тад'у ахадан иля аль-мубараза». Никого не вызывай на поединок. وَمَنْ دَعَاكَ لَهَا. Если кто-то тебя вызвал на этот поединок, فَخْرُجْ إِلَيْهِ, то выйди к нему. لِأَنَّهُ بَاغٍ, поскольку он несправедливый. وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ نَصْرَ مَنْ بُغِيَ عَلَيْهِ. Аллах гарантирует победу тому, против кого совершается несправедливость. А Аллах знает лучше. И поэтому в этом же контексте, дорогие братья, если мы говорим про джихад, вирвату санамиль ислам, поэтому бежать с поля боя — это величайший грех. Акбаруль кабаир. Как говорит об этом Аллах, субхану тааля. Я юхаллазина аману иза лакитуму лазина кафару захфан фала туаллухум аль-адбар. О, те, которые уверовали, когда вы встретитесь с неверующим на поле битвы, то не поворачивайтесь к ним спиной. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. Те, которые в такой день повернутся спиной к неверующим. И тут Аллах делает исключение. Некоторые из ученых говорят, это исключение касалось некоторых. Только сподвижников в битвах при пророке, саллаллаху, поскольку их задача была в первую очередь охранять посланника Аллаха. Кто-то говорит, это касается и всех остальных случаев. Кроме тех, кто разворачивается для поля боя или для присоединения с отрядом. Навлекут на себя гнев Аллаха. Их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это место прибытия. Не вы убили их. Победа от Аллаха, братья. Не вы убили их, Аллах говорит, а Аллах убил их. Не ты бросил горсть песку, когда бросал. Пророк бросил, и они ослепли. Все вы знаете этот случай. А Аллах бросил, дабы подвергнуть верующих прекрасному испытанию от себя. Воистину Аллах слышащий, знающий. И поэтому пророк, саллаллаху, сказал, «Иджтанибу саб'аль мубикат». Остерегайтесь 7 страшнейших, тяжелейших грехов. «Киля я Расулюллах», спросили, и что же это за грехи? «Аш-ширку билля», «ас-сихр», второе колдовство, «катлю нафса лати харрам Аллах», убийство души, которое запретил Аллах, «илля бильхак», кроме как по праву, «аклю малиль ятим», поедание, пожирание незаконное, имущество ятима, сироты, «ва аклю риба», смотрите весь этот контекст, поедание лихвы, риба, «вот тавалли йома захф», и побег с поля битвы. В момент нападения врага. Также лживое обвинение целомудренных, чистых женщин в прелюбодеянии. Вот они, 7 тяжелейших грехов, которые
пророк ﷺ упомянул. Да, если велика награда, джихад, велика его награда, вирва тусанамиса, то и велико наказание, таков он баланс. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единственного Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Итак, продолжаем мысль, дорогие братья, поэтому мы должны ценить друг друга. Не позволяя шайтану васвасить, вселять в человека сомнения, если человек принял намерение и решился выйти на путь сражения, дабы он оказался из тех, кто неизменен в своем намерении. «Вама баддалю табдиля». Мы обязаны очищать это намерение всегда. Каждый из нас, независимо от того, какую он роль и какая он крупица в этом во всем процессе. Кто вокруг нас, чтобы он приобщался своими обычными действиями, даже обычными действиями в жизни, если он не воюет, а убирает. И мы привели пример с уборщицей, которая работает, помогает и так далее. Мы обязаны побуждать и приобщать их намерения к своим намерениям. Если будет определенный результат, если будет победа, то это благодаря, мы должны знать, то это благодаря намерениям, искренним намерениям всех нас, каждого из нас. И в особенности благодаря искренним мольбам среди нас немощных, больных, стариков, как я это подчеркнул в предыдущей хутбе, как это подчеркнул пророк ﷺ, наставляя сподвижника Амра. Ведь победу дарует лишь он. За нашу искренность, за нашу непоколебимость, за нашу неизменность, за нашу решительность. Так я начал эту хутбу сегодня со слов Всевышнего и заканчиваю эту хутбу этими же словами Всевышнего. «Миналь му'минина риджалюн». Среди верующих есть мужи, садаку ма ахадуллах алей, которые остались правдивы тому завету, который заключили с Аллахом. Фаминхум ман када нахбаху. Среди них есть те, кто выполнил свои обязательства, выполнил свой завет. Либо умер, либо остался жив, как Тальха, как мы это упоминали. Уаминхум ман янтазар. И среди них есть те, кто ожидает. Уама баддалю табдиля. И они остались неизменны в своих намерениях. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал нас таковыми. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал нас достойными победы.